Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. С кем будет разговор? С кем будет встреча? С кем будут отношения? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, с кем будет встреча, с кем будет разговор, а с кем будут отношения. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, будь высшие силы. Закроем то, что сейчас скрыто. Так, будет очень эмоциональный разговор. Песок вылез. Здесь два человека очень эмоционально разговаривают. Они вот как спорят, что ли, да, кого-то отыграется даже, что немножко придется поругаться. Там какая-то то ли глупость, то ли ревность, то ли какая-то претензия вообще будет. Если вы сейчас в отношениях, у вас есть постоянный партнер, либо как претендент в постоянные партнеры, то здесь человечек немножечко поведет себя некорректно. Какая-то тяжелая эмоциональная обстановка, может что-то происходит, проблемы, вот как-то давит, стресс может быть у человека. И очень похоже, что человек как не сдержится, сорвется, там, выскажет что-то. То, что он будет вам говорить, это все правда, это его истинные претензии к вам. Вот прям слушайте внимательно, и вам это поможет разобраться в этом человеке. По крайней мере, вы четко будете понимать, что человек думает, что чувствует и что человек желает. Вот желает получить в ваших отношениях с вами вместе. То есть тональность, да, то, что там громко это все будет, вы опускайте. Вот слушайте смысл, слушайте значение слов, понимаете, что он вам говорит. Тяжелый разговор будет, но после такого тяжелого разговора будет очень яркое примирение. То есть все-таки найдете общий язык, договоритесь, проблемы эти там, ваш партнер, либо претендент партнеры порешают, успокоится, но вам это идет подсказка. Вот прям выскажет все, вот, что скрывает, все то, что хотели бы вы знать о нем, либо о его чувствах, эмоциях, отношении к вам. Вот прям слушайте. Это у вас прям на ближайшее будущее идет. Дальше, мои хорошие. Здесь вот человек ищет с вами встречи, человек, которому вы очень нравитесь, вскружили вы кому-то голову, прям не по-детски, прям не спит, не ест, вами прям бредит этот человек. Но есть одно но, человек не свободный. И кроме как роли любовницы он вам предложить ничего не сможет. При всем при том, что его любовь, сейчас это еще не любовь, это такая яркая влюбленность, она может перерасти в настоящую прекрасную любовь. Даже вот эта сила любви не сможет гарантировать вам брачные отношения. То есть все, что он может вам дать, это роль любовницы, да, женщины, которая там ждет, тратит свое время, свои там молодые годы непонятно на что. Очень, кстати, эмоциональный человек, умеет ухаживать, умеет любить, но самого главного он вам дать, к сожалению, не сможет. Но с другой стороны, если у вас эти отношения, например, по работе, на работе, то здесь человек вот прям в лепешку разобьется, но вам поможет. Сделать карьеру, либо там получить какой-то выгодный заказ, там, повысить зарплату и прочее. И будет он это делать не за то, что вы с ним, извините, будете делить ложе, а просто потому, что вот желание для своей любимой женщины что-то сделать. Вот если вы ему вот так прям честно скажете: окей, я все понимаю, и да, там вы мне нравитесь, там ты мне нравишься, но я не готова, и я недостойна того, чтобы быть номером 2. Вот если ты разведешься, пожалуйста, давай попробуем. Если ты этого сделать не можешь, пожалуйста, не предлагай. Не предлагай мне вот таких вот треугольных отношений. Да?
Вообще геометрия не мой любимый предмет. Человек поймет и будет стараться. Ну вот я люблю, я хочу для своего любимого человека сделать. Не будет он у вас там просить, чтобы вы там в обязательном там порядке были его любовницей. Просто будет стараться, будет там наслаждаться тем моментом, что просто рядом может побыть, либо с вами поговорить. Так, ну, сами понимаете, да, конечно же, выбирать вам, думать вам. Но я вам перспективу описала. То есть брака, вот брака такого официального, чтобы четко, да, чтобы на весь мир, чтобы все знали, что вы там принадлежите друг другу, этого не будет. Не сможет, не сможет. Там какая-то очень сильная петля, и, тем более нам песок так четко не показал, что очень сильная петля, которую он просто не сбросит. Вот такой вот у него брак. Может быть, он и в браке несчастливый, может там все плохо, но там есть какая-то база, и эта база очень мощная. Вот нельзя ее разрушить. И не получится у этого человека разрушить. Вот, я вас предупредила. Так, идем дальше. Еще будет разговор. Разговор будет какой-то комичный. С кем? Ну, с кем-то вот из вашего окружения, скорее всего. Может быть, коллеги, может быть, соседи. Какая-то ошибка произойдет, либо какой-то случай, да, случай произойдет, и вы будете разбираться. Возможно, даже, знаете, как к вам претензии прилетят, что, дескать, ты моего там мужика соблазняешь, либо вас там в чем-то там заподозрят, такого плана. Ну, это очень быстро все выяснится, все посмеются и разойдутся, да, вот с хорошим даже настроением. То есть расстраиваться, переживать тут не стоит, напрягаться не надо. Так, здесь вот есть женщина с ножом, прям с ножом. Женщина злючая, страшно. И эта женщина похожа, знаете, как либо ваша мама, либо, может быть, ваша свекровь, может быть, кто-то из родственниц, да, вот злится, что-то хотела бы вам высказать. Высказать по поводу либо ребенка, либо мужчины. Ну, смотрите. Понятно, да, что там вопросы воспитания, там бабушки, мамы, они типа больше знают. А возможно так, что эта женщина говорит, вот что ты к моему ребенку там как-то не так относишься, да, вот какой-то момент. Если замужем вы, то 100% ваш муж нажаловался на вас, вот что-то там наговорил, там не докормила, там не приласкала, там что-то там не так сделала. И он нажаловался либо вашей маме, либо своей маме. И вот эта женщина, она прям такая с ножом, говорит, вот, я тебе сейчас выскажу, там, воспитаю тебя. Что ж ты моего ребеночка-то обижаешь? Вот этот момент будет тоже интересно у вас. Мои хорошие, смех и грех. Тут по-другому и не скажешь. Не вините эту женщину, виноват ваш супруг. Нажаловался, наябедничал. Вот что-то ему там захотелось, да, чтобы его пожалели. И вот он так поступил. Так, идем дальше. Отношения. Ну, те, кто у меня в паре, в браке, в принципе, у вас тут все неплохо. Конечно, тут мужчина иногда себя ведет неприлично. Сразу хочу сказать, что-то утаивает, какие-то у него там секретики, тайны, деньги может прятать. Вот прям обратите внимание, проконтролируйте этот момент. Может, и скорее всего что-то прячет, какие-то заначки у него есть, что-то там где-то откладывает белка в дупло. Поищите, кстати, возможно, найдете. Еще будет какой-то порыв у вашего мужчины, что-то для вас там сделать, либо подарить, да, кому-то там мужчина колечко подарит, там, либо браслетик, а кому-то там раз в 10 лет пойдет посуду помоет, да, ну что-то приятненькое. Не забудьте похвалить. Похвалите, это вот мотивация такая пойдет. Так, для свободных. Ну, смотрите, как бы на ближайшее время я тут не вижу каких-то перспективных отношений, но я вижу перспективное знакомство. Вот у вас идет знакомство с человечком. Либо через работу, либо по рабочим вопросам вы познакомитесь, либо вас кто-то познакомит, ну, представит, да, будете вы где-то находиться, встретите каких-нибудь там приятелей, знакомых людей, и вас представят этому человеку. Сразу хочу предупредить, человек, скорее всего, внешне вам не понравится, такой неказистый на лицо. Вот, и вы так,
Ну, в принципе, интересный человек, как собеседник будет интересно. Ну, так что прям любовь-морковь, и с первого взгляда такого не произойдет. А вот этому человеку вы очень понравитесь. И этот человек будет искать встречи с вами, то есть добиваться встречи с вами, то есть предлагать, либо как-то попросит тех же своих знакомых приятелей устроить вам свидание, случайное свидание, да, чтобы иметь возможность с вами поговорить. Но честно скажу, он вас будет побаиваться. Ну, оно же всегда так бывает. Мужчины, они по большей части вот, ну, стесняются своих чувств, эмоций. Это редко, когда так, 1, наверное, из 10, когда может мужчина быть вот прям ярким харизматом. А этот такой будет, знаете, ну, обычный простячок. Будет стесняться, будет бояться показаться навязчивым, и вообще вы ему какая-то покажетесь прям невероятно далекая, холодная, как звезда, да. Прям так себе и скажет: ну, эта женщина-звезда, боже, куда ж я там лезу? Куда? Там, наверное, очередь к этой женщине на поклон стоит, а я буду самый последний. Но, тем не менее, вот живой интерес у этого человека к вам пойдет. Не исключено, что вы будете с этим человечком общаться, но общаться как-то вот переписка, может быть, там звоночки какие-то поступать. Это еще не отношения, потому что вы его как-то не очень готовы принимать. Это скорее как он себя предлагает, но он предлагает очень скромно. Ну, что-то вот начнется типа там дружбы велотекущей, вот такого плана. Так, еще из важного. Но это вот больше похоже для тех, кто будет учиться, либо лечиться. Вот идет человек очень классный, как гуру идет, наставник, гуру, целитель. Вот он идет, да, за ним там прям шлейф популярности тянется. Человек умеет красиво говорить, человек умеет, ну, просто как гипнотизировать, что ли, да. Какая-то вот у него есть сила, власть, такой мощный магнетизм от него исходит. И у этого человека очень много поклонников. Человека какая-то даже слава за ним ходит, да, то ли он там заядлый холостяк, либо он наоборот там заядлый бабник, да, что-то происходит. Вот этот человек обратит на вас внимание. Что-то в вас его заинтересует конкретно. Вот из всей там толпы, например, женщин, там стоит там 50 женщин, он вас выделит вас, и вам, может быть, что-то скажет, либо какие-то комплименты вам отпустит. Это будет чертовски приятно, и вы прям рискуете поплыть от этого внимания. Значит, девчонки, это наваждение. Сразу хочу вас предупредить, не придумывайте себе того, чего нет, и не влюбляйтесь в образ этого человека. Конечно, внешне это няшка. Няшка такой весь классный, сладенький, харизматичный. А вот по характеру, по внутренней сути, это человек, во-первых, деспот, во-вторых, очень грубый. И кроме как о себе ни о ком не беспокоится. Вот. Чтобы вы не встретились с вот этими вилами неразделенной любви, лучше, знаете, как не сотворите себе кумира. Вот, и так будет хорошо. Вот так вот, мои хорошие. Ну, грустненько, ну что. Зато вот такой вот знаменитый, да, ну, назову его знаменитый, что-то вот с этим человеком, он выше всех, он популярен, да, знаменитый человек вот именно вас выделит и сделает комплимент. И знаете, что это будет не просто так. Вот у него глаз алмаз, вот он видит. И это должно в первую очередь поднять вашу самооценку. Причем поднять куда-нибудь, знаете, туда, за облака, к звездам, к Луне. Потому что вы такая есть. Вам очень нужна эта мотивация. И старайтесь вот не на мужчине сконцентрироваться, а на том, что он вам сказал, на том комплименте. Вот поверьте в это так и есть. И идите по жизни как королева. Вот полюбите себя. Полюбите, раскройте себя, пусть ваши глазки заблестят, пусть спинка у вас выровняется. Не идите, а парите. Вот это будет правильно. Вы знаете, мои хорошие девочки, у вас сюрпризы какие-то будут, сюрпризы. Вот именно люди, от которых вы не ждете, будут как-то себя проявлять в вашу сторону. Да? Кто-то поревнует, кто-то там наоборот там, комплиментов ответит. Очень много интересного будет происходить. А знаете почему? Ваша женственность расцветает, вы расцветаете. Вы прекрасная роза, прекраснейшая роза, которая наконец-таки
распускается, распускается. И вот люди, они не могут вот устоять, их манит аромат, их манит вот визуальная красота. И вы получите, да, очень много комплиментов, очень много каких-то признаний. Ну, сразу так, знаете, как выявится, да, кто хороший, кто плохой. Хорошие люди, и мужчина, и женщина, будут делать вам комплименты, кто к вам хорошо относится. Ну, а всякая там пакость, гадость, ну, себя, конечно же, покажет. И для вас это прекрасная возможность разделить зерна от плевны. Сделайте это, почистите свое окружение, вам это нужно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.